Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами канал Life. Меня зовут Карина. Рядом мой муж Владимир. Мы сегодня такие красивые. На улице небольшой ветерок. Мы идем по улице, где все в каштанах. Извиняюсь за ветер. Он, наверное, сейчас очень сильно шумит. Но вот эти каштаны, они спасают от жаркого палящего солнца. На улице очень тепло. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Мы вас всех поздравляем, любим. Маме моей большой привет. Вова? Да, от нас всех поздравления нашим родителям, нашим подписчикам. Я думала, ты своим родителям так персонально. Мама, папа. Да, все нормально, они уже привыкли. Вот, мы сейчас пойдем с вами на остров Канта, прогуляемся. И мы подходим как раз к раскопкам нашего Калининградского королевского замка. Вот. И жаль, что ветер. Вот тут Дом Советов у нас. Извиняюсь, там немножко вертела камера. Сейчас уже не буду. Вот, сейчас у меня Владимир Николаевич телефон заберет, чтобы мне ничего не мешало. Я хочу сейчас сначала показать. Вот здесь у нас есть такой стендик. И рассказана история про королевский замок, да. Вот такая. Смотрите, написано: западный флигель королевского замка. Во второй половине 16 века был снесен дом конвента, западная часть замка. На его месте началось строительство флигеля. Это оборонительное сооружение имело по сторонам две круглые мощные башни, стену между которыми укрепили контрфорсами. Сделали ворота для въезда и замковый двор. Флигель имел подвалы для хранения запасов продовольствия, а впоследствии и боеприпасов. На первом этапе располагались служебные... располагались служебные помещения. Очки-то не взяла, как всегда. На втором этаже замковая кирха. В 1701 году здесь прошла коронация первого прусского короля Фридриха I. Калининградцы именуют замок королевским, хотя в немецкой историографии он сохранил изначальное название Кёнигсбергский. На третьем этаже располагался большой зал для торжеств. В 1697 году в его стенах тогда еще курфюрст Фридрих III принимал Великое Московское посольство, в составе которого был царь Петр I. Возможно, после этого приема он получил название «Зал московитов». После Первой мировой войны в замок переехал провинциальный музей Пруссия. В зале московитов предоставили оружейные коллекции. В круглых башнях размещались служебные помещения, мастерские, библиотеки. В августе 1944 года в результате авианалетов замок получил разрушения, поставившие под вопрос его дальнейшее существование. Руины замка сохранялись до второй половины 60-х годов, когда областные власти приняли решение о невозможности их дальнейшего нахождения в центре города и нецелесообразности восстановления объекта иной несоветской культуры. Руины снесли, а фундамент закрыли плитами центральной площади Калининграда. Фрагменты подземелий замка были выявлены в ходе археологических работ в 2001, 2005 и 2016 годах. В 2018 на территории бывшего замка на средства частного инвестора проведены благоустроительные работы в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Я классно читаю, дикция у меня на высшем уровне. Владимир Николаевич, вот так подержи. У меня маска отпала, я читатель-то еще тот вообще. Сейчас, секундочку. Давай, ладно? Я покажу пока сами руины.
передаю камеру. Так, теперь снимаем сами руины. Вот так тут все раскопали. Иногда водичка стоит. Сегодня прям повезло, ничего нет. Давайте теперь наш заборчик обойдем по кругу. И еще с других сторон посмотрим. Это вообще, если честно, вот, загадочное место. Потому что многие говорят, что где-то в подземельях, наверное, спрятаны сокровища. Прям как в компьютерной игре с квестами, да? Где-то спрятано сокровище. Где же оно тут спрятано? Наверное, тот, кто финансировал, хотел его найти. А вот нашел или нет, это вопрос, конечно, интересный. Давайте вот тут посмотрим. Вот тут наши руины, раскопки. Вот так, наверное, лучше. Вот такой вот вид. А еще у нас тут торговый центр Плаза, Ростелеком, гостиница Калининград. Все вот так вот. Я когда давно не снимаю по неделе, потом начинается, что у меня камеры дергаю и все такое, снова надо учиться снимать. Так что я извиняюсь. Мы сейчас пойдем на остров Канта, к кафедральному собору. Там безумная красота, потому что все в цветущих каштанах. Все у нас тут благоустроено в городе, безумно красиво, ярко всегда. Зелени полно, погода всегда хорошая, практически в Калининграде. Хотя в этом году, представляете, сегодня прочитала, и я с этим полностью согласна, что за 20 лет это впервые такой холодный май. Ну как холодный? 17, 18, 20, 21, 16, 14 бывало. Но по ночам прям бывает вообще сильно температура падала. До 8 градусов. И поэтому говорили, что май безумно холодный. В квартире действительно прохладно, когда отопление отключили. Оказалось, что... Заметно. Да, заметно как бы. Вот. Давайте к нашей лестнице тут подойдем, будем спускаться. Смотрите, все полянки у нас с цветущим клевером и кашкой. И вот это все разнотравье я просто обожаю. Очень люблю, когда есть растительность, когда есть много зелени. Я думаю, что это каждому человеку безумно приятно. Напишите, любите ли вы зелень, но я думаю, что все любят. Для всех это знак хорошего благоустройства города. Ну, так сказать, с Питером не сравнится. Питер лысый, Калининград зеленый. Только так могу сказать. Я не могу ничего плохого и про Питер сказать, конечно. Но сам город для меня тяжеловат. Честно. То есть, особенно после Калининграда, в котором я живу, и считаю, что он эталон города. Питер это, конечно, сильно отдыхает. Но есть достопримечательности свои, да, в Питере. Там картинные галереи хорошие, музеи. Есть и парки неплохие. Вот. Но все-таки это север. Прохладно. Кто-то есть люди вот очень влюблены в этот город, в Питер, город на Неве. Но вот сколько я ездила, после Калининграда не могу прям. Тяжело очень. Мы почему упомянули Питер? Мы смотрим наших любимых блогеров, несколько человек. И вот были на Киндере, подсмотрели какие-то моменты, какие-то пейзажи Питера. И не увидели деревьев почему-то. Да. Только во дворе. И то она на крайне там, да, вот показывала, что во дворе деревья есть, а в городе-то где деревья? На улицах очень мало деревьев. Вот посмотрите, мы идем по Калининграду. Это центр.
То есть это не какая-то окраина, центр. И все заросло деревьями, потому что так и надо. В любом городе должны быть деревья, постоянно, везде. Чем больше деревьев, тем вам легче дышать. Я думаю, что в Санкт-Петербурге очень много машин. Я их видела, я знаю. И загазованность, наверное, колоссальная все-таки. Я, конечно, гуляла там и около Петропавловской крепости, и Зимнего дворца, и в Петергофе была, и везде. Есть деревья, но мало. Очень мало. А здесь все в деревьях. Посмотрите, вот мы идем на остров Кант, он весь зеленый, и это хорошо. Ну, даже если не брать за основу центральные какие-то улицы, а взять простые улочки различных районов. Вот мы недавно гуляли с магазина, решили пройти пешком около 4 километров по совершенно незнакомым нам улочкам. Все полностью зеленое. Пейзажи красивые, очень много цветов. Даже на, казалось бы, таких неосновных жизненных артериях города. Да. Дети с правой стороны чем-то занимаются. Дети? Да. Сегодня же день защиты детей. Конечно, на остров Канта пришли дети. Это нормально. Это хорошо. Хорошо, что им разрешили прийти. Там организовано. Можно просто подойти посмотреть. Пойдем посмотрим, конечно. Нам же интересно жизнь нашего города, как протекает сейчас. Кстати, у нас объявления во всех магазинах, даже маленьких, скажем так, квартальных, что сегодня не продают спиртное. В Калининграде сегодня, 1 июня, полностью запретили продажу любого спиртного напитка. Ну, это до 2 числа, но... Я считаю, это очень хорошо. Да. День трезвости. Очень хорошо. Молодцы. Я поддерживаю. И радуюсь за наш город, что он на один день будет абсолютно трезвый. Кристально. Так, побежали. Не спеши, не нужно бежать. Мой муж по пешеходникам всегда идет спокойно. А я всегда говорю, побежали. И вот так мы боремся нашими умами. Старше 30 лет. У каждого свой ум. У меня опыт прохождения огромнейших дорог в неположенном месте, в городе Бангалор в том числе. Он побольше, чем Москва даже будет, поэтому... Побольше в 2 разика, Да, чем Москва. с их движением без правил, поэтому спокойствие должно быть всегда. Так, пойдем сначала каштановую вот эту аллею покажем. Какая она красивая. Смотрите, какие каштаны. Они великолепны. Просто великолепны. Тут какую-то штуку поставили. КН Рок. Кинрок. Хорошо, интересно. Сцена, что ли, такая? Или что это? Все разрисовано как-то. Вот видите, каштаны. Да, у нас вот здесь липы будут цвести с правой стороны. Они уже вот зацветают, липы. Ну, еще нет цвета, но уже скоро. Да. Вот что мне запомнилось в Калининграде, это очень много липовых деревьев. Скажем так, очень много цвета, липового цвета. Я такого в своей жизни не встречал нигде, кроме как Я так понимаю, тут семьи с детишками устроили пикник. Загорают на травке, соблюдают социальную дистанцию, играют друг с другом. Или это детский лагерь. Профессиональная камера, фото. Да, потому что некоторые детские лагеря у нас в Калининграде работают, у которых есть лицензия. И я думаю, это что-то в этом духе. Очень хорошо, молодцы. Разместились на травочке, муравочке. Сегодня такой хороший денек. Вот тут люди отдыхающие тоже на травке есть. Загорающие. Давай вот здесь свернем налево. Мы сейчас покажем, да, нашу аллейку вот эту. Сейчас
Вот тут, смотрите, есть такие деревья. Владимир Николаевич называет их тополями. И мы успорились с Владимиром Николаевичем, потому что я не знаю, ну, насколько это тополя. Вот эксперты в тополях. Есть у нас эксперты в тополях? Как вы считаете, вот это тополь, которого ветки растут прямо с земли? Вот давайте я вот так медленно. Тополь ли это вообще? Разновидность или что, уж не знаю. Так, идем дальше. Идем дальше. Тут у нас каштаны. Так, мы зашли в тенек, и это прекрасно, потому что жарище. А в маске неприятно, когда жарко. Так, и вот, смотрите. Вот это все вдоль канала, вот этого замечательного. Давайте вот так съемку сделаю. Это у нас синагога. Это, естественно, кафедральный собор. А вот это канал. И вдоль канала полностью растут цветущие каштаны. Аромат стоит такой, что вот просто вот великолепие такое невероятное. Я всегда, когда вижу, я счастлива просто от того, что я вижу столько цветов, горы, тонны цветов. Не знаю, из них можно было бы делать, как в Индии, гирлянду, наверное, но никто этого не делает, потому что нельзя рвать каштаны. Но они прекрасные. Смотрите. Обожаю каштан. Смотрите, если зайти под каштан. Да, вот уже маленькие каштанчики. Если зайти под каштан, он всегда вас приютит. Как будто это большой сказочный дом. И представляете, сколько растет здесь домов вот этих сказочных. Смотрите. Это же просто кучи вот этих каштанов. И у них огромная-огромная крона. Прекрасная. И ты как будто бы попадаешь, вот если палящее солнце, ты попадаешь как будто бы в такой домик с кондиционером. И он тебя укрывает от жары. Вот такие прекрасные деревья. Пойдемте дальше. Видите, да? Сколько цветов. У нас на улице, где мы живем, горы, тонны цветов. Это каштаны, это боярышник, это рябина. Это еще многие деревья, которые цветут. Они сказочные. Сказочные и великолепные. У каштанов есть, по-моему, мальчики и девочки. Вот я сколько раз замечала. Или какое-то дерево просто отдыхает в сезон какой-то. Знаете, вот может быть какое-то, как сказать, если дерево цветет, сколько-то, может, лет цветет, 1 год отдыхает, надо про это узнать. Потому что я иногда вижу, все каштаны цветут, один какой-то не цветет. И не понимаю, с чем это связано. Может быть, вот действительно, или мальчик, девочка, или отдыхает. Вот так. Водичку, посмотрим на водичку. Какая красота. Тут у нас кувшинки растут, но они все цветочками от каштанов усыпаны. Видите? Скоро зацветут, они цветут часто. Кораблик стоит. Ну, пойдемте дальше прогуляться. Не пойму целесообразность данного дивана, почему его сюда поставили. И якорь такой зачеркнутый. Так, якорь сюда не бросать. Сюда поставьте диван. И пусть он тает под дождем потихоньку. Частично под кроной дерева, возможно, не намокает. Так, у нас идет человек в маске и чихает. И маску снимает тут же. Как классно. Конечно, пойдем по ступенечкам прогуляемся. Вот наши ступенечки, беленькие. Как в любом приморском городе, да, очень любят беленькими их делать. Такие вот белые мосты, черные чугунные перила. И невероятные пейзажи. А вот мост, по которому мы идем.
У него вот такие воротца есть, красочные, резные, такие яркие. Ну, красочные я загнула, и черные, но искусно сделанные, с завитками. Тут фонарь. И еще есть вот такие смотровые площадочки у мостов. Ты можешь подойти и долго стоять себе. Если начнешь так еще прикармливать, такие уточки приплывут, и лебеди приплывут, и чайки прилетят на тебя смотреть, чтобы ты их кормил или кормила. Вот. Сейчас подходим к рыбной деревне. Уже близко совсем. Вот еще смотровая площадочка тут есть. Знаете, благодарна судьбе, что в период карантина, эпидемии, вот этой пандемии, я оказалась в таком городе, Калининград, в котором мне все равно было приятно находиться. Потому что куда бы меня занесла еще судьба, неизвестно в этой жизни. А я оказалась именно здесь. Что я живу здесь, что я кайфую, радуюсь жизни в таком замечательном городе. И я это очень благодарна Богу, что я здесь. Что хоть и самоизоляция, но все-таки в приятном месте. Да, мы тоже вчера смотрели несколько видео из различных блогеров, которые застряли волей судьбы в различных местах. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Да. Поэтому у нас ситуация хорошая. Да, очень хорошая ситуация. Нужно быть благодарными тому месту, которое вас приютило, или где вы живете и оказались, да, во